Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами я, доктор педагогических наук, профессор, директор Центра педагогической науки и профессионального образования Кыргызской академии образования. Сегодня мы с вами поговорим о семейном воспитании. Про семейное воспитание, в общем-то, сказано очень много, написано, потому что проблема семейного воспитания всегда, во все времена, была очень актуальной проблемой. Я бы так сказал, у каждой семьи имеются свои правила воспитания, у каждого народа свои правила воспитания семейного. Каждая страна имеет какие-то свои правила воспитания детей. И поэтому, когда мы говорим про семейное воспитание, даже в одной семье бывают разные точки зрения относительно семейного воспитания между родителями. И поэтому эта проблема настолько глобальна, многогранна, обширна, что об этой проблеме можно говорить много и очень много. Она во все времена, как я вам сказал, актуальна. Но и поэтому, наверное, я вот всегда думаю, что проблему семейного воспитания, в общем-то, многие исследователи как-то обходят стороной из-за его многогранности и многоликости. И у каждого человека свое представление о семейном воспитании. Но, с другой стороны, в семейном воспитании есть некоторые основные законы, которые мы, наверное, все родители должны знать и придерживаться этих основных законов, которые, в общем-то, которые являются нерушимыми, независимо от времени, независимо от периода жизни. Это какие основные законы, основные постулаты, которые мы должны, наверное, уважаемые родители, знать? Ну, первое. Основное воспитание детей дети получают прежде всего в семье, а не в школе. Школа лишь дополняет родительское воспитание. И вот эту аксиому мы должны очень четко себе знать и представлять. У нас как-то получилось совершенно по-другому, особенно на постсоветском пространстве, когда семейное воспитание рассматривалось как-то, оно становилось, семейное воспитание стало как бы не очень важным элементом. Мы считали, что дети в семье сами растут сами становятся теми, кем они должны стать. Но на самом деле это не так, потому что семейное воспитание – это основа, где начинается именно в семейном воспитании, закладываются те основы, которые человек потом проносит в течение всей жизни. Самое главное, с чего начинается семейное воспитание? Конечно же, когда мы говорим про семейное воспитание, прежде всего, семейное воспитание начинается с родителей, уважаемые родители. Потому что родители закладывают те ценности, которые, в общем-то, потом дети пронесут в течение своей жизни. Но, к сожалению, в последнее время, особенно последние десятилетия, почему-то родители самоустранились от воспитания своих детей. Наверное, в этом была какая-то подоплека, да, какая-то причина. Да, причина от того, что наши родители отошли от воспитания семьи, есть ряд причин. Но первая причина – это то, что у нас вообще в советской педагогике, вообще педагогика на постсоветском пространстве
была бы такая установка, что в основное воспитание дети получают в школе. И вот это очень сильно закоренилось и очень глубоко сидит в сознании наших родителей. И второе. Вот у нас, у кыргызов, испокон веков как-то о воспитании детей мы очень мало говорили. Мы в основном занимались, если можно так выразиться, самовоспитанием. Что это значит? Я вот вспоминаю свое детство, всегда вспоминаю свое детство, как меня воспитывали мои родители. Я помню, чтобы когда-то на меня отец материл или обзывал плохими словами, или когда-то он повышал на меня голос. У нас как-то было все, вы знаете, мы все время, у нас уже был свой распорядок, семейный распорядок, которому мы все были подчинены. Я вставал рано, выходил во двор, занимался домашними хозяйствами, девочки все тоже вставали рано. У нас не было такого, чтобы человек спал до 8 или до 9 часов. До 9 часов. Мы все просыпались как-то сразу с восходом солнца. И это было уже у нас в крови, потому что с восходом солнца начиналась вся та домашняя работа, и мы все с мала до великого подключались к этой домашней работе. Девочки помогали матери, ухаживали за домом, готовили еду. Мальчики помогали родителям, ухаживали за скотом. Одним словом, вся домашняя работа, в том числе и даже работа в огороде, полностью ложилась на плечи детей. Дети все это делали. А что получается сейчас у нас? Конечно, с урбанизацией, когда основная масса детей, основная масса людей живут в городах, когда сельская жизнь мало чем отличается от городской жизни, конечно, вот эти все ценности, которые были у нас из поколения в поколение, они постепенно начинают утрачиваться. И, кроме того, многие говорят, что сейчас дети стали другими. Да, дети стали другими. Когда мы читаем теорию поколения или слушаем передачи, мы видим, что да, дети стали другими. Это совершенно другое поколение. Или, как говорят, это поколение Z, которые родились в эпоху интернета. Это поколение, это первые цифровые аборигены. Они выросли и родились в эпоху интернета. И что еще говорят, что это дети, которые в какой-то мере умнее и более практикоориентированы, чем родители. И это показывает жизнь. Вы посмотрите на наших детей, поговорите с ними, и вы убедитесь, что наши дети намного продвинутее, на многие вещи смотрят реально. Это дети, которые, вот на плечи этих детей, возможно, выпала самая тяжелая миссия. Они будут жить в 21 веке. Им решать, будет ли человечество дальше, будет ли наша Земля дальше. Ибо те мировые вызовы, которые надвигаются на нас, на всех, в том числе и на семью, это такие проблемы, как экология, такие проблемы, как экспоненциальный рост населения Земли. Все эти вызовы требуют решения. И вот от того, каким мы воспитаем сейчас детей, наших детей в семьях, будет зависеть очень многое. И вот в связи с этим, когда я говорю, что все начинается с родителей, что воспитание начинается именно из семьи, я прежде всего, конечно же, хотел бы сказать о том, что обратиться к родителям. Уважаемые родители, прежде чем воспитывать, мы должны быть сами воспитаны. И здесь я вспоминаю слова великого лама Далай-лама.
Он говорил, если ты хочешь что-то изменить, и изменить вокруг себя или в семье, ты должен начать изменение с самого себя. Вот просто-напросто. Начните, если вы хотите, чтобы ваши дети стали такими, каким вы хотите представлять, вы прежде всего должны стать сами такими. Это прежде всего. Вы должны на своих примерах показывать, как жить в современном мире. Я же выше сказал, что наши дети – это необычные дети, это дети поколения Z. С ними общение в обычном формате, то, как строили с нами, допустим, наши родители, с ними уже такие вещи не проходят. Это совершенно другие дети. Это дети, где в основу всего должно быть положено, вы знаете, любовь и, я бы так сказать, доверие. Вы когда-нибудь спрашивали своих детей, чего они хотят? Вы когда-нибудь делились своими трудностями, своими проблемами со своими детьми? Нет. Мы недавно, читая, пролистывая литературу в области семейного воспитания, прочитал такую информацию, приблизительно такую информацию, что во всем мире дети активно, то есть дети с родителями активно общаются минимум 5-6 минут в течение сутки. Это катастрофически мало. Задумайтесь, уважаемые родители, всего-навсего 5-6 минут. А между тем, сколько минут дети сидят на смартфонах, сколько минут они сидят, сколько часов они сидят, смотря телевизор. Мы недавно провели соцопрос, наша лаборатория в центре провели соцопрос. А сколько же дети проводят в обнимку со смартфоном в свободное время? Минимум 5-6 часов. А теперь, уважаемые родители, подсчитайте вот эти 5-6 часов, сложите, сколько в месяце часов, а потом эти часы сложите, сколько в году они тратят на смартфоны, на просмотр всяких телепередач. И оказывается огромное количество часов. Да, это количество даже превышает те учебные программы, которые они несколько раз превышают те учебные программы, которые они должны были пройти в школе. И я шуча иногда сыну говорю, если бы ты каждый день по 5 часов занимался, допустим, той же математикой, ты стал бы блестящим математиком, чем тратил бы время на смартфоны. Потому что, просматривая, вы прекрасно знаете, что наши дети смартфоны и телевизоры смотрят для чего? Чтобы как-то убить, наверное, время. Им это легко, им интересно. Но вы прекрасно знаете и другое, что где-то 96% информации в интернете – это хронофакт. Ненужная информация, излишняя, мусор. И поэтому очень важно научить нам, родителям, показать пример того, как обращаться со смартфонами. Конечно, если мы будем говорить словами, ты не смотри, долго не сиди на смартфоне, долго не смотри телевизор, а мы сами в то же время сидим на смартфоне, смотрим свой телефон, ковыряемся в телефоне. Сами говорим, чтобы мы меньше смотрели телевизор, а на самом деле, сами сидим с утра до вечера, пялимся в телевизор и смотрим по телевизору. Сами говорим, чтобы мы мало говорили и долго не говорили по телефону, а на самом деле сами же нарушаем это правило и говорим очень долго по телефону. Понимаете, вот это все, конечно, очень негативно сказывается на воспитании наших детей. Мы должны прежде всего быть примером. И, конечно же, мы должны быть очень честны. Вот современные дети не любят фальши. Современные дети не переносят какие-то, знаете, недосказанности. С ними надо быть очень честны. Честны и обязательно.
Когда я говорю честность, я прежде всего имею в виду и обязательность. Вот я знаю много семей, когда слышал, был свидетелем, когда мать и отец говорит своим детям: вот если вот это сделаете, я куплю то-то и то-то. Если вы сделаешь вот это, я обязательно куплю то-то и то-то. А что в итоге получается? Да, возможно, ребенок делает, а в итоге родитель забывает данное обещание. Вот отсюда и сами судите. О каком мы можем говорить воспитании, если мы сами обещаем и сами же не делаем того, что мы должны делать? Многие родители считают, что если они покупают подарки, обеспечивают их материально, считают, что они занимаются воспитанием детей. Уважаемые родители, далеко это не так. Вот представьте себе, вот сегодня я купил книгу для своего ребенка. Купил книгу и принес ему, дал. Вот я тебе подарок, даю книгу. И сам целый вечер смотрю телевизор. О том, чтобы заместо того, чтобы купить книгу, это полдела, уважаемые родители. Ведь же самое главное, если вы купили эту книгу, да, прочитайте вместе с ним, оторвитесь от телефона, оторвитесь от газеты, почитайте с ними одну главу. Если все не можете прочитать вместе, сядьте и прочитайте одну или две главы с этой. Обсудите с вашим ребенком об этом. Поговорите. И поэтому, уважаемые коллеги, то, что они получают эти подарки, это не значит, что вы занимаетесь воспитательным процессом. Воспитательный процесс, как я вначале сказал, она многогранна. У каждого своя философия воспитания. И поэтому я, говоря об вот этих вещах, я хотел бы сказать сделать три обобщения относительно того, что я сейчас сказал. Первое из того, что сказал. Первое. Чтобы твои дети стали такими, каким ты видишь их в своих мечтах, сам стань таким, каким ты хотел бы видеть их. Это первый вывод. Второй вывод, уважаемые коллеги. Самый главный подарок, который ты преподносишь своим детям, это твой личный положительный пример. И третье. Самый большой подарок, который вы хотите сделать своему дитя, это ваше время. Отвлекитесь немного, уделите внимание своим детям. Я понимаю, что жить становится все сложнее и труднее, но вы же ответственны за судьбу своего ребенка. Вы несете полную ответственность за то, кем он станет. Это ваше. И от того, чем больше вы вложите в детей, тем они станут лучше, добрее и возможно, будут более успешны в жизни. Уважаемые коллеги, мы, наверное, на этом завершим нашу первую беседу. Это будет первая беседа. Мы продолжим эти беседы в дальнейшем. Я думаю, мы остановимся на тех проблемах, о которых вы, возможно, не подозреваете, воспитывая детей в семье. Спасибо за внимание.